этот форум. Во-первых, я хочу сказать, чтобы говорить на русском языке, к сожалению, я не владею казахским на том уровне, чтобы выступать, но очень стремлюсь к этому. Очень крутой форум, очень классно видеть столько лиц, активных людей, столько людей, которые хотят что-то менять. Меня просто изумили вопросы, которые вы задавали до этого Шалкару, потрясающему спикеру. И это круто, то, что вы пришли сюда в выходной день, хотите что-то познать, узнать. И мне кажется, вы уже все крутые, и я уверена, что вы все добьетесь чего-то грандиозного, потому что вы потратили свой выходной день, чтобы послушать, чтобы получить какие-то знания, там, вдохновиться и что-то поменять в Актау и вообще во всем Казахстане. И сегодня я что-то расскажу, я надеюсь, вас что-то вы извлечете для себя полезное. Да. Вообще я хотела на другую тему. В общем, на тему прав человека я не буду долго говорить, потому что на самом деле Шалкар уже все сказал, вот когда они появились там, и так далее, и так далее. Я быстро расскажу, вот там что-то я хотела сказать, но потом я бы хотела вообще рассказать больше о себе, о своем пути и послушать ваши вопросы, потому что я могу говорить что угодно, но это все не важно, а главное, как вы это примените в своей жизни. То есть я уйду, а вы останетесь, ну как бы в плане мы разойдемся, да, и какой смысл? То есть мне не важно просто рассказывать, там, просто чтобы рассказать, да, а чтобы вы что-то для себя извлекли. Ну так вот. Ой, куда нажимать? Обо мне. Давайте сделаем маленький ресерч. Кто знает проект Village до того, как сюда приходил? Отлично, здорово, где-то процентов 20-30 аудитории. Кто знает проект Маса? О, уже больше, здорово, классно. И кто знает Батыржамал? Ну вот самое большинство. Я почему-то так и подумала, потому что девочки. И кто знает меня лично до того, как узнал об этой конференции? Вот, отлично. И, кстати, больше, чем Village. Хотя обычно, когда я задаю этот вопрос, меньше всего знают меня, и это хорошо. Я тоже, вот мы вчера с Живек вели тренинг, потому что было бы странно, если бы СМИ знало меньше людей, чем одного человека. СМИ, у которого там 100 тысяч там подписчиков и миллионные охваты. Так вот, для тех, кто не знает, расскажу вкратце, что это за проекты. Первый проект, давайте расскажу о себе чуть-чуть, или давайте так, быстро расскажу про права человека, а потом вернемся ко мне. Чтобы я показала, что я подготовилась, и все такое, да. В общем, права человека, то, что уже сказала, они были приняты после того, как закончилась Вторая мировая война. Почему? Потому что люди поняли, что они как-то чуть-чуть залажали, и они такие сели, и такие, давайте что-то придумаем, и нам нужно какие-то правила принять, потому что так же невозможно жить. Но, к сожалению, как мы видим, все равно случается война, и там не одна война, и прямо сейчас они происходят. Но это была такая попытка, и вроде мы к этому стремимся. Декларация прав человека, которая была принята вот после войны, и об этом уже Шалкар рассказывал. И вот там куча разных прав, которые есть. Сейчас перейду. Еще разные там эти штуки. Может ли государство отнять права? Конечно же, нет. И почему у меня такая презентация? Потому что сейчас объясню, когда мы вернемся к тем СМИ. Почему я сделала такую небольшую презентацию? Потому что я не знаю. Ладно. В общем, второе медиа, Маса Медиа, оно посвящено полностью правам, политике и законам. Поэтому я когда сидела, у меня был такой ступор, как я за 20 минут расскажу то, что мы уже несколько лет каждый день пишем про это. И поэтому, если вы хотите узнать на любую тему прав человека, и вот то, что права там в медиапространстве, в соцсети, это все есть на нашем сайте, на Масе, Маса Медиа. И на Village, кстати, тоже. И, например, вот сейчас покажу примеры, какие у нас статьи были на тему прав человека. Это вот, скажем, стыдные вопросы о правозащитниках, чем они занимаются, то, что государство на самом деле не дает права. То есть мы все рождены как люди с нашим правом на то, чтобы иметь жилище, образование, свободу выбора, свободу вероисповедания и так далее, и так далее. Потом у нас такие статьи выходили, как «У человека есть права». Ой, это не то. Возвращаемся на ту презентацию. Ага. Например, почему тема прав всегда актуальна? Так.
Вот. И так далее. Теперь хочу рассказать про эти медиа. Почему я хочу рассказать про эти медиа? Потому что вот задавали люди вопросы, а что делать нам? Ну и Шалкар очень много рассказывал, что можно делать то и то и то. Я же хочу вдохновить то, что на самом деле все возможно. И вы тоже можете там создать свою медиа или там делать какую-то инициативу, ну и в общем сделать что угодно, потому что, ну вот, например, у меня получилось, да. И рассказываю. Начнем с того, что я родилась в Караганде, у меня родственники из Кустаная, и в 16 лет я окончила школу и поступила в университет в Алматы. В 19 лет окончила его и работала в корпорации. И потом уволилась и хотела стать журналисткой. Ну, то есть я изначально хотела быть журналисткой, но мама мне не разрешила. И, в общем, long story short, я стала журналисткой, редакторкой, главредом вот как раз в Степи. И потом меня не устраивали многие медиа, где я работала, и я решила создать свое медиа. И первое медиа, которое я создала, это был Village Казахстан. Я его запустила 25 лет. Это было, сейчас мне будет 32, через 3 месяца, по-моему, 2 или 3 месяца. Да, почему-то мне представили, что я младше Шалкара, хотя, по-моему, я его старше. Ну, да-да-да, так что щегол. В общем, да-да-да. И первое медиа запустилось 12 сентября 2017 года, Village. Village пишет обо всем самом важном, интересном, о социалке, о кино, о культуре, о развлечениях, стиле, идее и так далее. Вообще это задумывалось как издание про стиль жизни. Но потом наступает 2019 год. Все мы помним, кто помнит, что было в 2019 году? Да, все правильно. Токаев, Астана, Назарбаев. В общем, Назарбаев уходит, у нас был там один день какой-то веры, надежды и вообще неверия, что происходит, и какой-то там проблеск, чего-то там зажегся. Ну, нифига, конечно, на следующий день все наши проблески потушили. То, что переименовали нелегитимно Астану в Нур-Султан. И потом была очередная волна митингов, в которых я тоже участвовала как активистка, там, в общем, много чего было, вот то, что Шалкар рассказывал, то, что мы должны использовать наше конституционное право, вот я его использовала по максимуму потом в ближайшие годы, была и в кетлинге, и в судах, и в спецприемниках, сейчас активно этим не занимаюсь, потому что, ну, я устала, если честно, и плюс у меня много своей работы, ну, то есть тогда у меня было одно медиа, сейчас у меня целых 3. И как создалось Масса Медиа, то, что мы очень активно в Village, хотя мы не должны были этим заниматься, освещали политику в 2019 году. Потому что мы не получаем госинформзаказ, я забыла упомянуть, что все эти 3 медиа – это независимые издания. Что это значит? То, что… Спасибо большое. То есть мы не получаем госинформзаказ. Госинформзаказ – это больше 50 миллиардов тенге тратится наших с вами денег, так, ваших родителей, там, моих, ну, всех, в общем, да, на обслуживание вот этих вот радио, ТВ, диджитал, печатки, всех этих СМИ, государственных и негосударственных. Что это значит? То, что они публикуют, конечно, то, что нужно правительству, и не публикуют то, что им не нужно. То есть им в любой момент могут позвонить из Комитета внутренней политики и сказать убрать какой-то материал. Поэтому вы не видите какие-то расследования, вы не видите много новостей, вы видите, например, когда что-то происходит, тут же какой-то вброс пропаганды. Ну вот буквально недавно вот были вот эти события, да, и тут же там появились какие-то там депутаты, там, которые начали что-то говорить, там, что… Сейчас, ладно, сформулирую мысль. Помните, буквально недавно Озен Мунайгаз, начались митинги в Астане, потом они продолжились на Западе, и тут же какой-то депутат выходит и говорит, а вот геи, они во всем виноваты и так далее. Да, то есть они вот, да, вот это, мы про него тоже писали, это все специально создается, вот этот информационный шум. То есть на самом деле там используется куча пропагандистских техник, например, почему важные события, там про референдум, про выборы, они всегда анонсируются в пятницу вечером, или прямо перед выходными, прямо перед Наурызом, или прямо перед Новым годом. Конечно, это все не случайно, потому что люди, они не в состоянии сейчас воспринять какую-то информацию, и то при этом мы все равно пишем, и мы как общество реагируем на это. Ну, ладно, я отвлеклась. И, в общем, когда мы все это освещали в Village, конечно, мои журналисты офигели, потому что они пришли работать в издание про вот моду, стиль, культуру, да, а тут они каждый день освещали митинги, реформы, ходили, и как бы, ну, по сути, они даже, ну, вообще не были к этому готовы, но как-то мы это пережили. Это было очень-очень, конечно, стрессовый год, ну и продолжение, в принципе, каждый год это стресс, и каждый день это стресс. Но мы поняли то, что когда я вот была в этом активно в активизме, я думала, почему мы не можем поменять, да, нашу страну. Ну, понятно, коррупция, там вот это все, нет меритократии и так далее, но почему люди-то не требуют?
И потом я поняла то, что они не требуют, потому что они не знают своих прав. Как они могут что-то требовать, если они даже не читали Конституцию, они не знают, как вообще принимаются законы в этой стране. Поэтому окей, давайте будем просвещать людей и рассказывать про политику, права и законы. И тогда возникла идея создания Масса-медиа. Это просветительское издание о политике, правах и законах. И это в Village уже не помещалось. То есть он уже становился каким-то Франкенштейном. То есть утром он пишет, у нас даже мемы были на эту тему. Видели же мем, где мужчина одетый, а сзади он такой раздетый. Вот, и у нас было спереди, у нас там было кино, там какая-то там, не знаю, ну, в общем, вот это, а сзади было там политические репорты. Это реально уже, ну, как бы, в этом ничего страшного, потому что человек интересуется, он, конечно, он сейчас интересуется законопроектом, через 5 минут он прочитал про Илона Маска, который запускает ракету, и через 5 минут ему хочется покушать, и, естественно, он должен куда-то пойти, да. Вот, и как бы мы такие люди, но все-таки была нужда, потребность создания отдельного ресурса с отдельной целевой аудиторией, с отдельным tone of voice, ну, то есть нашим голосом, ну и в общем и так далее. И потом я объявила об этом, это тогда было название ОЯН, но потом ОЯН, Казахстан сперли наше название, ну, неважно. И я поняла то, что я одна не выгребаю, ну, создать этот ресурс. И я позвала Сем Жапишеву, наверняка вы ее знаете, очень, да, супер. Подпишитесь на нее, очень крутая журналистка, мы с ней в МАСА партнеры. У нее еще есть медиа, кстати, полностью на казахском языке, называется «Только спелжок». Она на Ютубе, у нее там больше 100 тысяч подписчиков, и в соцсетях тоже. Да, чисто на казахском. Liberal басылым. В общем, они пишут вот, ну, классно, короче, они тему поднимают. Получили свою серебряную кнопку на Ютубе. И, кстати, Асема еще занимается сценарием. Ее сценарий, Бакыт фильм, может быть, смотрели? Да. Он выиграл, получил приз зрительских симпатий на Берлинале. Это, ну, самый крутой кинофестиваль в мире. Вот. И продолжаем. И 6 августа 2020 года, через год, ну, то есть мы думали, готовились, но она запустили этот проект. Потом, что происходит? Откуда появилась третья медиа, да, и что этой женщине все не имется, да? Потому что мы тоже освещали права женщин, очень важная для меня тема, я думаю, для многих девушек тут присутствующих и в Village, и в МАСе, но опять это не помещалось уже в эти два медиа. И, ну, как бы проблем становилось все больше, потому что на самом деле не проблем становится больше, а из-за того, что соцсети становятся активнее, люди больше об этом пишут, они рассказывают, то есть эта тема не становится такой уже стыдной. И кажется, что становится больше насилия. На самом деле, ну, как бы я не думаю, что именно сейчас оно прям, а раньше его не было, ну, бред, да. И как раз наступает коронавирус, ну, я думаю, вы все помните, мы все сидели в локдауне, 2021 год, и вот статистика по бытовому насилию очень сильно увеличивается. Потому что вот люди сидят дома, они злые, и вот эти мужчины совершают свои поступки, да, мерзкие. И я тоже сидела дома, и вот мы очень сильно переживали, и с активистскими подругами думали, что делать. И как раз в это же время вот этот абайвет пошел в Назарбаев университет и сказал, что женщина – это маркер, и если она не рожает, там, ее надо выбрасывать. Ну, в общем, долбоеб, да? Извините, конечно. Ну, в общем, дурачок он. Конечно, он не абайвет, а просто какой-то мракобес. И мы как бы об этом написали, но потом я думала, боже, это же сколько таких людей, которые что-то постоянно говорят, но их нужно собрать как бы в одной комнатке, чтобы мы запомнили, что они говорили это. И было бы здорово это обличать и не просто говорить, вот ты там дурачок, а объяснять почему. Так нельзя говорить, потому что. Ну, то есть экспертное мнение без оценки там моей, вот, которую я только что допустила, да? И, ну, мы тут с вами, как бы, у нас такая приватная атмосфера, мы можем поделиться секретиками, там, пообсуждать, поболтать. И потом пришла идея создания вот этого отдельного ресурса, где мы бы обличали сексистов. Это вот прообраз рубрики Name and Shame. Кто подписан на Батаржамал, знает. Обязательно подпишитесь на нас везде. Батаржамал есть только в социальных сетях. Это вообще отдельная стратегия, которую мы специально, намеренно выбрали, потому что наша аудитория – это девочки от 13 до 35 лет, они сидят в соцсетях. И мы есть в Инстаграме и в ТикТоке. Там у нас аудитория 100 тысяч подписчиков и охват где-то 1 миллион в месяц. Спасибо. У Village где-то
90 с чем-то тысяч подписчиков в Инстаграме, ну, в общем, в соцсетях там больше 100 тысяч, охват где-то 3 миллиона в месяц, и у Массы там тоже около миллиона общий охват. Ну, в Инстаграме мы есть, там в Телеграме, в Твиттере, в Фейсбуке, везде. Теперь, про Батаржамал. И мы придумали название, начали думать, что про название там вообще отдельно можно говорить, про Массу тоже, там есть большой смысл в этих названиях, ну, думаю, вы догадались уже. Но потом мы все это думали, как волонтеры делать, но это не работает. То есть мы пытались что-то там, мы пытались что-то там делать, в общем, ничего это не сдвигалось с этой точки, и я поняла, что вот это волонтерское горизонтальное движение, оно не работает, ну, или оно в нашем случае не сработало. И я поняла, что нужно просто сделать, как уже делали, да, ну, то есть должен быть руководитель, должна быть структура, должны быть люди, которые получают зарплату, должны быть обязанности, план и так далее. И где-то к Новому году все я это начала продумывать, и 8 марта 2021 года, Международный день борьбы женщин за свои права, больше 2 лет назад, мы запустились. Да, и, ну вот, в принципе, история создания такова. Теперь, что я там дальше хотела вам рассказать-то? Вдохновить. Ну и вот мы существуем, ну, в смысле, все отлично, дальше больше, планов очень-очень много. Мне кажется, мы хотим тоже регионы развивать, больше казахского контента. Он у нас есть, в Массе есть отдельная казахская редакция, поэтому если вы предпочитаете на казахском читать, там все есть. В Батаржамал пока что небольшой процент, и Вилджи мы сейчас заново реанимируем. Она была у нас, но потом из-за ресурсов ограниченных пришлось ее закрыть. Вот, примерно так. А теперь я предлагаю вам задавать вопросы, потому что я не знаю, какие у вас интересы и какие у вас потребности. Интересно вам вообще это слушать там или нет, и что вам было бы интересно. Да? За счет чего мы монетизируемся? Да, вот вчера мы с Жибек, я 7 часов вела тренинг и рассказывала, как создавать, развивать медиа. От начала, от названия до монетизации. Это большая тема, но отвечу кратко. Мы зарабатываем за счет рекламы. Village зарабатывает где-то 99% это реклама. Масса Медиа зарабатывает тоже чуть-чуть реклама. И у нас есть гранты-доноры, международные всякие партнеры. И Батаржамал чуть-чуть реклама и чуть-чуть доноры. И еще у нас есть в Батаржамал такой нормальный процент, это донаты. И донаты мы еще включили в Масса, ну то есть люди нам жертвуют деньги. И буквально сегодня запустили Вилджи, потому что не хватает ресурсов. Но в основном это реклама. То есть мы работаем с большими брендами, например, на Village за почти 6 лет у нас вышло где-то 450 рекламных проектов, 462, потому что вчера как раз на презентации это открывала. Ну, в основном мы работаем с банками, ну вот, например, на прошлой неделе вышла реклама Apple, Nike, всякие там Банк Центр Кредит, Халкбанк, Freedom Bank, Жусан, ну, в общем, с крупными брендами, которым интересен свой имидж. С какими-то казахстанскими компаниями МСБ мы тоже работаем, но у них не так всегда много бюджета, и, ну, и они, наверное, в меньшей степени могут себе позволить рекламу где-либо. Ну, то есть обычно они вкладываются в свои соцсети, там, таргет и что-то такое. В Батаржамал, если честно, сложно. Вот 2 года у нас есть целая база клиентов, уже налаженные процессы, там куча скриптов прописанные по продажам. Ну, все это поставленный процесс. Я думала, ну все, мы сейчас заведем рекламу, тем более в Батаржамал, если честно, аудитория намного лояльнее, и там ER выше. Но они не хотят идти. То есть они заходят, они видят это насилие и такие, о боже, я думаю, боже, а вы где вообще живете? Ну, как будто они не в Казахстане живут. Ну, немножко не хватает видения некоторым компаниям, но, в принципе, чуть-чуть реклама есть, и мы будем работать над этим, и я уверена, что они поймут. То есть не все способны видеть, понимать, ну, они поймут. Да. А еще, конечно, мы подаем на гранты разные, я вас тоже призываю подавать, если у вас есть какой-то проект. Например, это в основном консульства, посольства каких-то европейских стран, Америка, Канада, ну, то есть развитые страны, у которых есть обязательства по вложению, ну, в такие страны, как наша. Да, мы как СМИ. Вы можете как НПО подавать, то есть какие-то тренинги, вот даже то, что мы сейчас находимся, такие активности тоже поддерживаются. Главное объяснить, ну то есть там нужно четко проработать заявку, цели, миссия и что вы действительно это сделаете. То есть важен какой-то бэкграунд, портфолио. Так, какие еще есть вопросы? Медиа это, получается, надо было с этого начать, да? А вообще медиа у нас это СМИ.
то есть БАК. Да? СМИ — это периодическое издание, которое публикует проверенную, актуальную информацию по законам журналистики, то есть обязательно в конфликте освещаются две стороны, обязательно там соблюдены этические принципы, мы ссылаемся, если мы у кого-то берем и так далее. И освещает то, что скрыто, ну, то есть освещает правду. Ну и также доносит какую-то полезную или развлекательную информацию. Это СМИ. А вообще медиа сейчас считаются даже блог. Например, ваш блог — это тоже по сути медиа, потому что мы живем в такое время, когда каждый человек — это медиа. Даже блог компании, аккаунт компании — это тоже медиа. То есть любая страничка в интернете — это медиа. И, кстати, по новому закону о масс-медиа это и будет приравниваться к этому, но это другая уже речь. Я ответила на ваш вопрос? Супер. Да. Спасибо. Спасибо. Повторять? Нет, я все услышала. Вопрос был, почему я выбрала журналистику. Изначально, когда, в общем, я научилась читать в 5 лет, и, то есть я постоянно читала книги, в детстве сидела дома и читала книги. То есть ничем больше не занималась, ну, в принципе, нечем было и больше заниматься. И я всегда хотела жизнь свою связать со словом. То есть в школе я участвовала в всяких сочинениях, там, конкурсы часов там, и прочее. И потом очень часто люди, которые связаны со словом, с книгами, они хотят пойти в журналистику. И плюс у меня была с детства такая жажда и какое-то обостренное, чувство справедливости. То есть я до сих пор помню, что я постоянно какие-то драки там влезала за каких-то людей. Там, ну, в общем, это, мне кажется, возможно, генетически даже, потому что вот у меня мама участвовала в Желтоксане, ну и там тоже была история в родственниках, может быть, нет. И потом я хотела пойти на журналистику, но моя сестра уже училась на факультете пиара и журналистики, то есть она пиарщик, ни дня не проработала в журналистике, но из-за нее мне не разрешили пойти в журналистику. Ну, мама сказала, потому что куда на одну маленькую семью 2 журналиста, тем более это же низкооплачиваемая, опасная и вообще дурацкая профессия. Я такая, ну окей, и я пошла учиться на бизнес и вообще не пожалела об этом, потому что, если честно, журналистика — это ремесло, и все, что вы, ну, знаете в журналистике, конечно, если вы не учитесь, там, не знаю, в колумбийском, может быть, там что-то вы знаете, но в Казахстане очень низкое образование по журналистике. Поэтому все советуют, ну, матерые, там, журналисты, получить какое-то фундаментальное образование. Например, политология, история, бизнес. И по итогу, как Стив Джобс, помните, говорил connecting dots, когда он учился каллиграфии в универе, в итоге это привело к тому, что он сделал вот такой классный дизайн, там, айфона и так далее. Это меня привело к тому, что когда я открывала свой бизнес, вот это понимание и бизнеса, какое-то образование в менеджменте, и журналистики, то, что я там работала уже несколько лет, оно мне помогло. Вот поэтому я выбрала журналистику, потому что я хочу менять Казахстан, ну и я надеюсь, что я это делаю, быть причастной к каким-то позитивным изменениям, быть катализатором этих изменений, быть катализатором изменения вообще культуры. Например, чем мы занимаемся в Батыржамал, мы же меняем культуру, мы не просто публикуем текст, мы не публикуем инструкцию, что делать, если тебя муж избил, мы меняем мышление людей, то есть на уровне того, как ты говоришь, что ты говоришь, как ты общаешься, с кем ты общаешься. То есть это все про это, ну вот Батыржамал. И в МАСе то же самое. То есть мы меняем мышление на уровне того, что тебе вообще нужно подумать про политику, права и законы, потому что, наверное, это тебя больше касается, чем новая сумка Кардашьян, да? Или что там, куда пошла блогерша и что она съела. Потому что ты живешь в этом. То есть твои права — это, ну, вот то, что они нарушаются, и пока мы отвлекаемся каким-то таким контентом, ну, про Кардашьян там и прочих, в это время принимаются какие-то законы, мы вообще в этом не участвуем. И это выгодно, кстати, государству и любому авторитарному режиму. Ну, что-то меня унесло опять. Отлично. Спасибо. Да. Саламатсыз, еңбегіңізге үлкен рахмет. Менде сіздің Маза медиа жөнінде сұрақ бар. Сізге мемлекет тарапынан қысым болып көрді ме осы уақытқа дейін? Және жалпы осы медиа бизнес жөнінде сұрағым келеді. Сіз жаңадан бастап жатсыз, бірақ жалпы осыны как кәсіп ретінде көріп тұрсыз ғой да болашақта? Үлкен рахмет.
Спасибо большое. У нас про давление государства же, да, было вопрос? Сондай болып көрдім Да. Вообще удивительно, что как раз-таки на МАСУ не было давления такого. Мне кажется, они не понимают вообще, чем мы занимаемся до конца. И вообще, я и думаю, с другой стороны, а что они должны на нас давить? Потому что мы выполняем их работу. Это вообще-то их была работа, рассказывать про политику, права и законы, и разнесять законы. Потому что они же используют канцелярский язык. Канцелярский язык, ну, вы знаете вот это. Вот, например, 25 дорог там были, там, не знаю, разрушены, или там что-то было разрушено, закон был принят, кем был принят. Ну, то есть они специально избегают активной конструкции, а делают только пассивный. Или, а когда про позитив, они делают аким сделал, или министр решил, ну, что-то хорошее. То есть это все не случайно, это все специально делается, чтобы замутить наш мозг. Ну, и нам было сложно воспринимать информацию. А мы это все переводим на простой, понятный язык. И вот почему-то давления не было, отвечая на вопрос. Мне кажется, потому что мы не нарушаем закон, то есть есть закон о СМИ, и как бы у нас есть юрист, с которым мы консультируемся. Но, наверное, мне кажется, просто они не осознали даже, что мы делаем. Но, говоря про другие медиа, там было давление. Вот, например, Village как раз в 2019 году, когда мы начали активно все это публиковать, они нас заблокировали, потом они всех там заблокировали, кто писал, потом они разблокировали, потому что был очень большой шум в международном пространстве в том числе. И потом еще нам выдвигали уголовное дело, то, что мы написали про Назарбаева. 5 минут осталось. Мы написали про Назарбаева, и там было смешно то, что они написали, что вот мы нарушили закон о СМИ, закон о первом президенте, который, помните, раньше был. Да, это было уже раньше, да, это вот так задумаешься, вот в нашем Казахстане много событий происходит. Потом, и мы еще нарушили правила Фейсбука за травлю и буллинг Назарбаева. Мы его забулили. Ну, в итоге мы работали с правозащитниками, с адвокатами, и, ну, короче, все нормально было. Да, ну и еще там были какие-то такие маленькие случаи, где-то там что-то написали, там позвонили, ну в принципе ничего такого прям. И поэтому на самом деле вывод, то что очень много это самоцензура самих журналистов. Поэтому нужно работать, конечно, все рассчитывать. И вот, например, кейс про Тенге наверняка знаете. И вот я очень хорошо общаюсь с Джамилей, и она тоже, ну, она очень часто выступает, и первый вопрос, который я всегда задаю, это какой, расскажите про давление на вас, ну, наверное, вы там от кого-то убегали, там сидели, может. Он говорит, да вообще никогда не было. И все таки как? Ну, и потому что они же все берут из открытых данных, то есть из госбюджета, просто они 2 + 2 высчитывают и показывают, что равно 4. Вот. Но, возможно, это ошибка выжившего еще. Да. А еще была вторая часть вопроса. Жалпы осы жобаларыңыз қазір кәсіп ретінде қарастырып отырсыз ба? Да. Рахмет. Рахмет. Да. В Казахстане в целом женские права – это тема табу. И с какими проблемами вы столкнулись, когда открывали Баттер Жамал? Ведь до сих пор есть некоторые комментарии в постах, и в целом есть, ну, хейт именно к этому проекту. Да, кстати, вообще удивительно то, что вообще удивительно было для меня открытие, что про политику делать медиа намного легче, чем вот про права женщин. Мне кажется, потому что вот эти вот мужчины, сексисты, им легче пойти и говорить, ой, эти фемки, то есть прикопаться к феминитивам, чем сидеть и написать что-то про реальные события в стране, ну, в смысле, про какие-то реформы, там, выборы и прочее. Спасибо. А как мы с этим справляемся? Да просто работаем, ну, в смысле, у нас есть большая миссия. Вот вчера, кстати, на тренинге говорила, то, что обязательно в вашем проекте, любой, который вы будете проект создавать, даже школьный, обязательно должна быть миссия и ценности. То есть миссия – это как ваша путеводная звезда, куда вы идете, а ценности – это фундамент, на котором вы стоите. Например, наша путеводная звезда – это мы хотим, чтобы каждая девочка, женщина в Казахстане чувствовала себя в безопасности везде и всегда. И безопасность – это не только про гендерное насилие, чтобы его не было, да, а то, что я могу участвовать в делах государства, то есть избираться, там, стать акимкой или там, министркой, кем угодно. Да, что я могу там, ну, много всего делать, и у меня есть на это права. А наши ценности – это справедливость, честность, там, презумпция невиновности и так далее, и так далее.
я вчера походила по городу, очень много увидела креативных, классных ребят, но я прям почувствовала, как в воздухе этот патриархат. В смысле, я просто услышала некоторые разговоры на набережной, ходила, послушала, да. Ну, в общем, я просто посмотрела на людей, я подумала, нет, мы должны существовать, очень много проблем. Еще я вчера, да, еще на Казахском, да, и поэтому нам нужно только увеличиваться, а не закрываться, конечно. Вот. Спасибо. Еще вопрос? Уже этот последний тогда вопрос, ага. Хорошо, что последний. Я ухожу, но я хочу сказать, что вы очень крутая. Спасибо вы прям большое. супер крутая. И то, что вы делаете, вот ваши идеи, проекты, ваши мысли и, главное, ваше умение их передавать другим. Спасибо. Это мотивирует. Это очень важно для нашего общества. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли и делитесь своими мыслями и мотивируете нас. И надеюсь, что в будущем таких женщин, как вы, Казахстане станет больше. Но это же вы. Да, вот я надеюсь, что я стану тоже частью Супер. этого сообщества. Желаю удачи в будущем. Спасибо. И спасибо тем, кто пришел. Спасибо большое. Спасибо, да. Я хотела, все уже сказали, время заканчивается, я хотела последнюю штучку сказать, то что мы всегда в поиске авторок, особенно на Батыржамала, и еще у нас есть тиктокерки. Там не нужно писать материалы, вы просто в кадре рассказываете, ну, как актрисы, ну, и сценаристки чуть-чуть. Пишите, то есть мы за это платим деньги в плане. И плюс это будет для вашего портфолио. И мы сейчас хотим как раз увеличить наше региональное присутствие, потому что мы все-таки алматы-центричны, и хотелось бы больше писать про эти темы. Так что обязательно напишите, если у вас есть желание писать или быть в тиктоках.